Магомед Цискиев проходит медкомиссию. Он понимает, что военный билет необходим при трудоустройстве и решил не откладывать срочную службу на потом. Он знает, что это не будет легким испытанием, но делится, что готов к трудностям. Сейчас перед ним стоит выбор рода войск. Росгвардии Мекдалендели. Или да, сухопутные войска яли. Но перед тем, как отправиться в армию, медкомиссия должна определить, годен ли военный обязанный или нет. Статистика показывает, что из 10 призывников 8 остаются в запасе из-за проблем со здоровьем, 20% из которых страдают близорукостью. Чаще всего это миопия высокой степени и астигматизм, а также амблиопия высокой степени, средней степени. Они встречаются часто, потому что у нас есть такая проблема, что в детском возрасте детей полноценно не обследуют. Врачи также рекомендуют подрастающему поколению заниматься спортом и следить за здоровым питанием. По заявлению военного комиссара Магомеда Джимханова, в этом году желающих пополнить ряды вооруженных сил было достаточно, но не каждый смог осуществить свои планы из-за выявленных болезней. Был случай, человек один-два прошел медицинский осмотр, он настаивает, чтобы его забрали войска, но медкомиссия решила ему дать отсрочку до следующей отправки, потому что он нездоров. Несмотря на большой процент негодных, весенняя призывная кампания в Сунжском районе проходит по плану. Все предыдущие отправки благополучно пройдены. Наряд перед Республиканским военным комиссариатом выполнен на 75%. Военный комиссар Сунжского района повторно напоминает призывникам о перспективах наличия военного билета. Для выхода куда-нибудь на работу военный билет необходим. А военный билет можно получить, отслужив срочную службу. Так что ждем вас, молодые ребята, для отправки в войска. В планах еще 2 отправки, которые пройдут 16 и 20 июня. Личный состав практически укомплектован, осталось набрать еще одну группу. Адам Гулоев, Абдулмажид Халухоев, Новости 24.